30 ноября в Якутске состоится завершающий отборочный этап крупнейшего дальневосточного проекта по поиску и поддержке перспективных инновационных стартапов «Стартап-экспедиция». Этот проект охватывает все 11 регионов Дальнего Востока. Сегодня у нас в гостях Александр Дауркин, директор IT-парка «Якутск», соавтор экспедиции и один из экспертов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Стартап-экспедиция проходит во всех столицах Дальнего Востока. Вот вы, как эксперт, как оцениваете уровень проектов? Уровень проектов разный, конечно, но в том числе есть и довольно продвинутые проекты. Зависит от разных причин, и в том числе и от города, от того, насколько там развита экосистема. Приятно видеть, когда проекты, так скажем, хорошего уровня. Ну тогда давайте поговорим о тех проектах, которые, так скажем, впереди планеты всей. Какие это проекты, в каких городах? Мы изначально предполагали, что в таких городах, как Владивосток и Хабаровск, проекты будут довольно сильные. И там, например, были интересные проекты и с использованием искусственного интеллекта, и там проекты с такими довольно большими амбициями, в том числе международного развития, и уже с продажами, то есть различные такие проекты были. А в этой связи Якутск какое место занимает? У нас проекты сильные? Во-первых, Якутск еще себя не показал окончательно, то есть у нас якутский этап будет через 3 дня, но мы ожидаем, что наши проекты будут смотреться весьма, так скажем, хорошо на общем уровне. На общем фоне, да. 30-го у нас пройдет, а в каких городах стартап-экспедиция уже прошла? Уже прошло 10 из 11 этапов, то есть все остальные, кроме Якутска, столицы регионов Дальнего Востока, уже свои этапы провели. Начиная с Владивостока в начале октября, и вчера прошел у нас этап в Магадане. Давайте поговорим о тех проектах, которые вам запомнились. Во Владивостоке вы сказали, что это интеллект, да? Да, там был проект, так скажем, с использованием искусственного интеллекта, но на самом деле запоминаются разные проекты, и какие-то проекты запоминаются своими особенностями, какие-то запоминаются яркими людьми, потому что на самом деле от команды тоже многое зависит, в том числе и успех проекта. И то есть в том числе запомнились и довольно молодые, так скажем, участники. То есть где-то это были студенты с интересными проектами. Например, там был протез ноги такой роботизированный, можно сказать. Это были очень молодые ребята, и они прям горят своим проектом. И, конечно же, они запомнились. Где-то были даже школьники. И пусть у них проекты пока не настолько продвинутые, но радостно, что они этим занимаются, и со временем у них, конечно, все получится. А какие критерии существуют при отборе? И сразу второй вопрос, они прошли стартап-экспедицию, какой следующий шаг, что дальше происходит? Начну, с первого, с критериев, что мы, во-первых, были там вопросы, смотрим ли мы только IT-проекты или нет. Мы смотрим не только IT-проекты, то есть мы смотрим любые инновации, и нам важно, чтобы это был именно инновационный бизнес, а не просто, открытие какого-то традиционного бизнеса, грубо говоря, какой-то торговли. И чтобы это было не просто, так скажем, изобрели что-то и успокоились, что это должен быть именно бизнес, то есть коммерциализация разработок. А дальше мы уже смотрим, так скажем, глубже, чтобы были какие-то преимущества по отношению к конкурентам. Потому что зачастую, например, кто-то считает, что достаточно сделать то же самое, но дешевле, и уже у них все получится. Но, к сожалению, это не всегда работает. Поэтому мы оцениваем с разных сторон. И насчет дальнейшей судьбы проектов, которые выступили на экспедиции, то есть после окончания 11 этапов отборочных у нас будет финал в Москве, в Сколково. Там мы выберем самый лучший проект, и проект-победитель еще будет представлен в Сколково также на стартап-виллидже весной 2020 года. Помимо этого, каждый из институтов развития, который принимал участие в организации экспедиции, отбирает проекты для своих целей. И мы, акселератор B8, мы в том числе отбираем проекты, которые нам интересны и которым мы считаем, что мы можем помочь. И приглашаем их в отбор, так скажем, в упрощенный отбор в акселератор B8, в новый поток, который будет весной.
А вот интересно узнать, это всегда какие-то новые проекты или есть те, которые уже притворены в жизнь? Ну, как бы проекты бывают разных стадий, ну, и в том числе и те, которые выступают на экспедиции, и те, которые мы приглашаем в акселератор. Конечно, чем дальше проект продвинулся, тем ну, понятнее его дальнейшая судьба, то есть больше шансов, допустим, да, что он достигнет успеха. И в этом отношении, ну, допустим, если у проекта уже есть продажи, это уже хороший знак, что это, скорее всего, востребовано рынком. Если же это просто вот та разработка, по которой пока вот только ну, автор, так скажем, вот придумал, даже реализовал, но если он еще не пробовал ее продавать, то тут ну, сложнее как бы предугадать, успешен будет проект или нет. Получается, если проект не отбирается, его отправляют на доработку, да? Ну, И его поддерживают, может быть. Ну, вообще, сам формат, так скажем, отбора во время экспедиции, да, то есть ну, проекты, которые были отобраны для выступлений, попадают на экспертную сессию. И сама эта экспертная сессия – это уже помощь проектам. Эксперты дают свои как бы, рекомендации, как развиваться, на что обратить внимание. И плюс еще предлагают какие-то меры поддержки ну, от, так скажем, своих институтов развития. Вот, у нас в организации экспедиции приняли участие помимо нас еще и Сколково и Дальневосточный фонд высоких технологий, поэтому как бы, ну, есть разные меры поддержки для проектов разных стадий. Вот, поэтому даже если проект не победил, так скажем, и ему не предложили участвовать в акселераторе Б8, тем не менее для него это мероприятие уже само по себе полезно. Ну, скорее всего, вот таких проектов очень много в городах, а вот в отдаленных селах как обстоят дела? Там инноваторы есть, их много? Инноваторы есть. Как их много, сказать сложно. И ну, если говорить про республику, то у нас как бы есть другие скажем, способы да, выхода на эту аудиторию, но уже мы думаем о том, чтобы формат стартап-экспедиции как-то адаптировать для, так скажем, сельской местности республики. Вот, просто мы, ну вообще стартап-экспедиция была экспериментом, это впервые она проводилась, и ну, мы считаем, что эксперимент уже показал себя успешным, вот, поэтому есть смысл его и повторять, и как-то ну, варьировать, да, то есть может быть, да, мы реально обсуждали, как это можно сделать внутри республики, и довольно понятно, да, с городами. Вот, менее понятно с, так скажем, с селами, да, вот, но здесь как бы мы, во-первых, рассчитываем на IT-центры, которые открываются в республике. Да, они открываются как бы в районных центрах, то есть все-таки это ну, не совсем там, до самых до окраин, да, но это уже довольно, так скажем, серьезная мера поддержки. Вот, поэтому мы в первую очередь будем смотреть на то, как вот в этих IT-центрах что находится, да, потому что вообще одна из целей вот конкретной экспедиции, да, это найти то, чего еще не видели. И в том числе, да, и по республике нам тоже интересно найти то, чего мы еще не знаем, кого мы еще не видели. Вот как раз-таки инициатором проведения стартап-экспедиции является правительство Республики Саха-Якутия. А что Якутия от этого получает? Ну, вообще, мы считаем, что экспедиция полезна вообще во многих ну, как бы со многих сторон, да. То есть для акселератора Б8 это прям ну, прямой смысл, да, прямая выгода, что мы смотрим проекты, которые нам могут оказаться интересны, мы их приглашаем в акселератор, и это не только, вот, знаете, как бы получить к себе в акселератор хороший проект, но и как бы обогащение вот местной экосистемы, потому что наши проекты местные также, вот, которые пройдут в акселератор, они будут проходить эту программу совместно вот с приезжими и смогут чем-то обогатиться, потому что ну, плохо вариться вот в собственном соку, да, вот в замкнутом пространстве, нужно подпитываться снаружи, и одна из целей экспедиции это, но не только это. И в том числе и как бы возможно, что какие-то проекты, то есть ну, многие проекты узнают про то, какая экосистема у нас в республике существует, и у некоторых уже действительно есть интерес приехать к нам не просто вот на 3 месяца акселерации, а может быть на подольше. Мы на самом деле ну, не ставили себе целью прям вот, ну,
переманить все проекты там с Дальнего Востока к себе, но, так скажем, такое тоже возможно. А как бы заманить их на акселерацию, да, это также мы не скрывали этой цели, вот, и мы считаем, что одно это уже поможет довольно сильно. Вот. Помимо этого мы, в общем-то, поддерживаем, да, свой, так скажем, имидж передового инновационного региона, по крайней мере, на Дальнем Востоке. И, ну, в общем-то, действительно это так. Но несмотря на то, что мы во многом как бы опередили другие регионы, да, но мы все равно смотрим, что происходит на местах, какие у них есть меры поддержки, ну, то есть что они пробовали. Да. То есть, ну, мы, в принципе, открыты к новому, что может быть что-то где-то лучше, чем у нас, и мы готовы это тоже перенимать. Ну, действительно необходимо все время совершенствоваться. Вот вернемся, да, вот 30-го состоится у нас стартап-экспедиция. Можете, ну, о нескольких проектах наших якутских инноваторах рассказать? Какие они, по крайней мере, какие это сферы? Ну, на самом деле, ну, пока еще те проекты, которые будут выступать, не определены, но как бы я осмотрел уже заявки, какие к нам уже поступили, они продолжают поступать. Там есть проекты, которые мы уже знали до этого, есть некоторые проекты, так скажем, ну, лично мне незнакомые пока. Вот. И в основном это, конечно, IT, и ну, там есть, допустим, что-то вот, связанное с hardware, ну, то есть с такими аппаратными, да, устройствами. И, ну, вот, например, там есть проект по, так скажем, приложение для мобильного телефона, которое позволяет там, управлять доступом в помещение, то есть открывать двери. Вот. Ну, этот проект мы знали и до этого. Вот. Там ну, есть проект, который то есть, про, так скажем, косметические средства, какие-то инновационные. Да? Ну, вот я его раньше не видел. Ну, надо посмотреть. Было такое или не было, да, еще? Ну, даже на самом деле, если что-то подобное и было, то это не значит, что этот проект нужно, так скажем, ну, не обращать на него внимания. Но нужно посмотреть, насколько он ну, попадает в фокус нашего мероприятия, и, ну, а также оценить его перспективы. Вот. Ну, то есть нужно рассматривать каждый проект вот, индивидуально. Ну, в основном это получается молодежь или есть уже более зрелые там, или школьники? Ну, возраст заявителей именно якутского этапа пока, ну, я могу только по тем проектам, которые знаю, да, оценивать, что это, да, это, ну, так скажем, в основном молодые там люди там, ну, до среднего возраста, да. А вот вообще по экспедиции возраст был очень разный. То есть от ну, 16 лет точно у нас были школьники. Да, хотя в целом мероприятие не было рассчитано на школьников, но индивидуально мы как бы, ну, интересные проекты так сказать, школьников допускали. Вот. И были люди старше, там, уже более опытные. Вот. То есть очень разнообразно. Чего лично вы ожидаете от стартап-экспедиции и где состоится финал? Ну, финал состоится в Сколково, в Москве. Ну, ожидание или как бы желание, да, то есть хотелось бы показать ну, Дальний Восток во всей, так скажем, красе. Вот, поэтому ну, мы стараемся, так скажем, отобрать. Ну, в любом случае мы бы старались отобрать хорошие проекты, да. Ну и надеемся, что вот эта вот подборка ну, произведет впечатление. Потому что ну, у многих людей, ну, чем дальше, тем, может быть, больше, нет такого ощущения, что Дальний Восток какой-то инновационный. Да? То есть мы больше ассоциируемся с какими-то природными ресурсами скорее. Вот. А мы же хотим показать, что здесь есть талантливые люди, и в том числе вот в инновационном предпринимательстве. И есть сильные проекты. Александр, большое спасибо. Желаю вам дальнейших успехов. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» с директором IT-парка «Якутск». Мы говорили о предстоящем масштабном событии «Стартап-экспедиция». Это проект по поиску и поддержке перспективных инновационных стартапов. Не переключайтесь.